Мы рады вас приветствовать на первом научном мероприятии, которое проводит Совет молодых ученых при президенте Республики Абхазия. Совет молодых ученых при президенте Республики Абхазия был основан по указу президента 29 марта 2024 года. В данный совет вошли 35 молодых ученых, представителей разных научных направлений. Для оптимизации работы данного совета было решено обозначить приоритетные научные направления. Это 9 научных направлений, которые мы обозначили в рамках работы Совета. И далее на первом же заседании президентом были обозначены научные направления, приоритетные в 2024 году. Это вопросы переписывания истории, искажения истории, это вопросы, проблемы экологии и проблемы нашего родного абхазского языка. И данное первое научное мероприятие посвящено как раз обозначенному президенту приоритетному направлению. В данном научном мероприятии принимают участие как члены нашего совета, так и приглашенные молодые ученые. Конечно же, мы рады видеть в составе нашего совета молодых ученых, желающих вступить в данный совет. Ну, сосугана гала хунткарак набри хтус бзиан хтус псдани алет хихин пиагугас анти инициатива адрабшина ачар ацарава абриза хейтгла арцет еще кудергулет уйдара угу ашаусуб изванзар наука да хунткара зыгецацум хунткара бхаисцазом изванзар хунткара гецере но и тхало Араиха эйзез атурх сайса шопусами уядаги линдешу хазеп шижу хархарта куоб айколак цаоб пара нас безшат сайсаоб здары бзюхтс об хасгуяна госабри яхепя шиста схархна зураб жото истабу хас арстахоб шара бри айт гулари ашта за шацхрари ашта за зана ачара цхрар артахуб ачара хлаб шартахуб хагана хала хал шала иқарту хазразуб харадглот ихабра жлом хавшижо цхрара хагана хала шикхазум табуб дарз аж хсиштаз хаш бхаз зарсквиана гут хинкарча абснахада ича Ечкау, царава, чаратша, рхейткала, дар яшен епцоп, аусура, абас шачала, абрия конференциала, остану шпида шахтыское крыло ялагут избот, уидара и бзиоп, склонала царава, чаратша ирбар, вот шакас ехало, Яха ваджаштах нас яхаги стимул дачекхот яха дачекала пснацарадырра хачсах апсахвы ишпас хри царадырра вагранза бисалом личси пишас гвитазипша царадырра шатас измам винткарра чияшамазм Мамзар дашамяк ыгъадзам мы ждырует шаразыге убриякъымти харге мач абри адырра хачи агана хулсура хасри хотхо сквианаку сара хатало уже абснацара дырра кор академия президент кяхасабала Сарасхата, коллегача, абсолютно академия, президиум, усух аркалозар яхевахи, биачарача, царадыр знапалаку, яцялазказ, яхаялазказ, возхазип шарус корейчкара, шачу хачу. А братавус кварча, яхапа диссертации ква рыхча рома, аспирантура и шахтоечка рома и выпшим, командировка кухаяхо и выпшим от царадыра нукара кварома, а рейс дырой бзен штопшхазка, убяхшачу хаджу убрегана хала, дарит хара духот,
абри Аԥсны Ахада иҿы абас еиԥш ахеилак аԥҵара даараӡа изхырааӡа духоит. Шәара ижәдыруеит, егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҿгьы ус акәхоит, урҭ аҳәынҭқаррақәа зегьы уаҩы исзеиқәыԥхьаӡом сара. Иаҳҳәап Урыстәыла, ҳара зегь раҳа иаҳзааигәоу аҳәынҭқарраҿы аҭҵаарадырра даҽа хылаԥшрак, даҽа ҩаӡарак аҿы ахылаԥшра иуа иалагеит. Бихаамҭа ҿыц азыҳәа, ҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзыҳәа. Ҳаргьы хымԥада, ҳара ҳҳәынҭқарраҿгьы хымԥада абас еиԥш ари ҳа иаҳнымԥшыр ауӡом. Избан ҳауаҩ ишижәдыруа еиԥш Урыстәыла аҭҵаарадырраҿы зегь рыла ҳалахәуп, ҳаиҭанеиааира иаҳа-иаҳа ишԥасҳәари избаахоит, иҵаулахоит. Ажәакала, сара даара оптимизмла сахәаԥшуеит иахьатәи конференция. Это не новая такая попытка. Еще в 80-е годы был Совет молодых ученых. Кстати, был председателем Совета молодых ученых Олег Алексеевич Гварамья, наш академик. Его заместителем был Воронов Юрий Николаевич. И на одном из торжественных заседаний, посвященных Юрию Николаевичу, вот Олег Алексеевич, это было лет, наверное, 5, наверное, больше назад, сказал: молодые, а это было вот, с конференции молодых наших ученых в университете, давайте воссоздайте Совет молодых ученых. Ну, прошло несколько лет, но сегодня мы видим, поддержка такого уровня, это очень важно. Важность, я надеюсь, я думаю, что так и есть, наше руководство понимает важность исторической науки. Все наши беды, к сожалению, происходили из-за того, что историческая наука в советское время, знаете, грузинская историческая наука, абхазская историческая наука, противостояние историков. Из этого потом уже и противостояние такое перешло такой в горячую фазу, как говорят. И еще раз хочу поздравить молодых наших коллег, то, что у вас есть орган, который призван организовать, то есть орган вот, Совет молодых ученых. И я думаю, что, не то что думаю, Абхазский государственный университет, исторический факультет всегда готов поддержать любую инициативу. Мы открываем первое мероприятие в рамках Совета молодых ученых. Очень приятно, что президент Аслан Георгиевич уделил внимание историческому направлению в первый период, в самый первый период деятельности Совета молодых ученых. Так как история пишется по источникам, наш комитет решил выбрать тему круглого стола источники по истории Абхазии, характеристика и оценка. Эта тема очень важна и актуальна по сей день. Мы в очередной раз хотели бы подтвердить ценность и значимость источников и написания истории Абхазии. Поэтому мы собрались здесь сегодня, молодых ученых, для того, чтобы продемонстрировать их работы. Наши молодые коллеги выступят со своими докладами. Кроме того, здесь присутствуют наши старшие коллеги, которые уже давно занимаются наукой, поэтому надеемся на то, что вот, им будет любопытно представлены сегодня материалы. Тема это стара кулочти винузики жавшук сарзы из государства при тема цара саналагаз тара зацхра хастаз про зураб джота и паджипо чтоб зурала с программа салахун при программе бзураны и слышит Москва в Ростове хара библиотека на ус $1 арта газетку. Аха на самом тацон газетку грачаны испылет ехетпиам тазухан газетку на сабри Кавказе тыц за газетку жав нызыки нариханы югоп. Ехеги абри хайпулары бзураны ванзаги хайпулары из государства хуб хайпулары бзураны рабхе зерго на пснахткара хадай бзурала ацхра расырте ташизнык убрахе цара дашизнык абарта материалку рах схапшит из банакзер и расшадзо по проблему куяцу из банакзер регазет
иштыру еиԥш зқьи ашәи ҩынҩажәи фба-шықәса рзы иҭыҵуан, зқьи шәи жәаа-шықәсанӡа. Иара иҭыҵуан қарҭ, усҟан қарҭ Урыстәылатәи аимпериа иадҳәалан, ари раԥхьаӡа редакторс иамаз Осип Константинов иакәын, иара иоуп раԥхьаӡа изылшаз актәи асборник аҭыжьра, зқьи ашәи ҩынҩажәи фба-шықәса инаркны, зқьи ашәи ҩынҩажәи бжьба-шықәсанӡа еизгаз аматериалқәа зегьы убра ашәҟәны иҭыҵит. Аха иҟоуп апроблемақәа убырҭ сырзааҭгылар сҭахуп, иаҳҳәап ари агазеҭ Москва ишыҟоугьы Санкт-Петербурггьы иҟоуп. Избан акәзар усҟан екземплиарқәа Санкт-Петербургҟа ирышьҭуан, Москваҟа ирышьҭуан, аха иаҳараӡак иара иҭыҵқәа зегьы Тифлис ҳәа усҟан иахьӡын, қарҭ ишьҭан усҟан ус иҵәахын. Иахьатәи аамҭазы Москва саныҟаз иҭысҵаауаз рҟынтәи зегьы уԥылаӡомызт абарҭ агазеҭқәа, жәаф-нызқьҩык сымҳәеи, убырҭ рҟынтәи зегьы Аԥсны иадҳәало зегьы ыҟаӡам. Санкт-Петербург унеиуазар уаагьы зегьы ыҟаӡам. Убри азы ужааигәа аинтернет ахархәара абзоурала убра жәашықәса раԥхьа иҭыҵит асайт, ақырҭқәа рсайт, абри парламентская библиотека Грузиа изышьҭоу шәаҳахьеит. Убра иҭыжьуп урҭ агазеҭқәа, уаагьы рыцҳарас иҟалаз убриоуп. Агазеҭқәа аԥсуаа ирызку, мзаргьы ҳаишьцәа Нхыҵ Кавказтәи ажәларқәа ирызку аматериалқәа џьара-џьара иахьагәылжәақәоугьы ыҟоуп. Иахьагәылжәоуп урҭ убри абзоураны иахьа иҳамаӡам абри агазеҭ, абас иааизакны уахәаԥшны иҭуҵаартә еиԥш унадтәалан ас аҵарауаҩ иахьа уи атема иадҳәало ицәыцәгьоуп абри атема ҭҵаара. Убри азы абарҭ аԥсуа наука академиа бзоурала усҟан ҩны-зегьы жәаф-шықәса рзы ҳара нас аԥсуа ҵаратә институтгьы ацхыраара дуӡӡа сырҭеит абри газеҭқәа џьарак аизгара ҳәа, шәҟәны аизгара. Иахьатәи аамҭазы ҳәан актәи аетап хыркәшоуп. Актәи аетап уи зқьи ашәи ҩынҩажәи фба-шықәса инаркны, зқьи ашәи ханҩыжәаба шықәсанӡа абри ареформа аныҟалазтәи аамҭаҟынӡа актәи ахәҭа абас бжьдаҟьа рҟынӡа инаӡоуп, аусумҭа еизгоуп аматериалқәа. Убра ус ахьызуаз зқьи ԥшьышәи рҟынӡа газеҭқәа ус рыдызулеит, урҭ рҟынтәи хышәи ҩынҩажәаба рҟынӡа газеҭқәа аԥсуааи ҳаиашьаратә жәларқәа ирыдҳәало аматериалқәа убра еиԥш ауп. Иара убас иазгәасҭар сҭахуп, уаанӡагьы ҳаԥсуа ҵарауаа, ҳаб Тимураз Али-иԥа Ачугба иоума, Руслан Гәажәба иоума, абарҭ агазеҭқәа ҭҵаара рнапы адыркхьан, иҭыжьуп шәҟәык Абхазиа российская периодика ҳәа, аха уа убырҭ агазеҭқәа зегьы уԥылаӡам. Уа нас абас усҟантәи аамҭазы ирымаз аматериалқәа роуп ицәырыргаз, иара убас Кавказ адагьы егьырҭ аматериалқәагьы ркьыԥхьит. Хаҭала сара уажәы сызҿу именно агазеҭ Кавказ хаҭа, иара убас абри аматериалқәа ркьыԥхьраҿы саангылаӡом, уа нас акомментари аҭахуп, уа иаҭахуп абри именной указатель ҳәа изышьҭоу аусумҭа наука иахьатәи аамҭа иашьашәалан иахьатәи аамҭа иақәнаго аусумҭа аҭыжьыз аамҭа аҭахуп. Убри азы абас еиԥш апроблема қәацуп. Убри азы абра ацхыраара исызҭо зегьы иҭауп, абзиара шәзаалааит. Сажәахә ахьӡуп. Зқьи шәи жәибжьтәи, зқьи шәи ижәи-жәытәа шықәсқәа ирыҵанакуа Аԥсны аҭоурыхтә хыҵхырҭақәа рыпроблемақәа. Зыхцәажәаз ашықәсқәа ирыҵанакуа аҭоурых аамҭа Аԥсны аполитикатә ҿиараҿы аҵак ду аиуит. Избан акәзар, усҟан Аԥсны аамҭа кьаҿк иалагӡаны аԥышәара мҩаду ианысит. Аҟәатәи аокруг Кәтеишьҭа губерниа ишахәҭакыз зқьи шәи ижәытәтәи ашықәсаз асовет мчра анышьақәгыла Аԥсны СССР статус аиуит. Аха жәашықәса рышьҭахь автономиатә республика аҳасабала қарҭтәи СССР иадлар акәхеит Сталин иполитика абзоурала. Асовет аамҭаз ҳазлацәажәо ашықәсқәа рҭоурых ҭырҵалон ацензура инақәыршәаны. Убри адагьы аҭоурых зыҩуаз ауаа егьырҭ амилаҭқәа рҭоурых хшыҩзышьҭра арҭомызт, рыҭҵаараҿгьы иазхьаԥштәуп ҳәа ргәы иҭамызт. Ус иҟоуп уҳәар ауеит иахьагьы. Убри инадҳәаланы сырзааҭгылоит акы ҩба тезисқәа. Ишдыру еиԥш, рашәарамза зқьи шәи жәатәи шықәсазы аинрал Мазнишвили напхгара зиҭоз ақырҭцәа рыбџьармчқәа Аԥсны
рымҵархауеит. Убасҟан иҟалеит аҭоурых иазҿлымҳау ауаа шамахамзар, иахьа уажәраанӡагьы еилкааны ирзымдыруа хҭыск. Уи агермантә империа Қырҭтәыла ацхырари адгылари ахьанаҭаз ауп. Абраҟа сырзааҭгыларц сҭахуп Қырҭтәыла адныҟатәи аусҟа, усҟантәи рминистр иабжьга ихада Зураб Авалов, мамзаргьы даҽакы уҳәозар, Авалишвили игәалашәарқәа аҟнытә аҵыԥҵәахақәак. Ишдыру еиԥш, уаҵарамца ижәи абразы зқьишәи жәатәи шықәсазы Германтә империа Қырҭтәылеи аҳәынҭқарра еиуеиԥшым аиқәшаҳаҭрақәа рыбжьарҵеит. Иара убасгьы аинтерес аҵоуп аинрал фон Лосов Қырҭтәыла анапхгара ирзынаишьҭыз ашәҟәы маӡа. Уи аӡбахә ала Авалов игәалашәаҿы ииуеит. Абри ашәҟәаҿы Қырҭтәыла адгьылҵакыра ахәҭақәа зеиԥшла ирзааҭгылан. Атәыла аҳәаақәа уаанӡатәи, Тифлистәи, Кәтешьтәи агуберниақәа иара убасгьы Аҟәатәи аокруги рыла ишьақәгылан. Авалов иазгәеиҭоит даҽакгьы, иџьаушьаша ашәҟәы аҿы иарбоуп. Аҟәатәи аокруг Гагра налаҵаны Қырҭтәыла хаз ҳәынҭқарраны иҟанаҵ иара иахәҭақәоуп ҳәа иԥхьаӡоуп. Аха Кавказтәи ажәларқәа рконфедерациа Қырҭтәыла алахәны ишьақәгылар, Аҟәатәи аокруг иқәынхо ауааԥсыра азин рымазаауеит Кавказтәи аҳәынҭқаррақәа рыбжьара иааныркыло аҭыԥ алхра. Убри ашьҭахь мызкы мҵыцқәа ақырҭцәа ргенерал Мезнишвили ар иманы Аԥсны дақәлоит. Аԥсны Қырҭтәылеи ирыбжьаз аиқәшаҳаҭрақәа хьаас имкыкәа. Хыхь ҳазлацәажәаз атезисқәа лабҿаба иаҳдырбоит. Германтәи аимпериа Қырҭтәыла ианаҭаз адгылара Аԥсназы анырра ӷәӷәа шыҟанаҵаз. Иахьатәи сықәгәылараҿы сазааҭгыларц сҭахуп иара убасгьы Аԥсны асовет мчра ашьақәгылара иадҳәало, аҭоурых литература шамахамзар иуԥыло даҽа хҭысгьы. Аԥсны асовет мчра анышьақәгылаз аԥсуа большевикцәа ирҭахын акомпартиа еиҿыркырц. Уи аӡбахә ала Аԥсны аҭоурыхҭҵаҩ Баџьгәыр Еснаҭ-иԥа Саӷариа имонографиаҿы ииуеит. Зқьишәи ежәытәи ашықәса хәышәкыра аламҭалаз апартиа аҭыԥантәи аусзуҩцәа рнапхгаҩцәа алархәны имҩаԥысыз Аԥсны аревком азеиԥш еилатәараҿы ажәбатәи арҟаԥшь револиуциатә хеилагьы ЦК РКП бюро ирыӡбеит. Аԥсны зхы иақәиҭу Совет Социалист Республика ашьақәыргылара апартиатә еиҿкаара акәзар, Аԥсны коммунист партианы иҟазааит ҳәа азырыӡбеит. Ацентр аҿы ари азҵаара ҭырҵаанда ԥасатәи ахьӡ азныжьны. Саӷариа хыҵхырҭас ихы ирхәоит Аԥсны аҳәынҭқарра архив хадаҿы иҵәахыз аматериалқәа. Аха рыцҳарас иҟалаз уи Аԥсны аџьынџьтәылатәи еибашьраан ақырҭцәа ирыблит. Саӷариа Аԥсны акомпартиа аӡбахә уаҳа имонографиаҿ иааимырԥшӡеит. Аԥсны абольшевикцәа акомпартиа аиҿкара зрылымшаз азҵаара аҭак макьана иҳамаӡам. Хыхь ҳазлацәажәо атезисқәа иҳаҵарҳәоит Аԥсны аҭоурых адаҟьақәа рҿы иаҳзымдыруа ахҭысқәа шырацәоу. Убри азы сгәы ишаанаго ахыҵхырҭақәа ҿыц иалагалатәуп. Мамзар инҭкааны инарҵауланы убри аамҭа ареконструкциа ааҵара иуадаҩхәоит. Иара убасгьы инаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп ашықәсқәа ирыҵанақәа арҭ зыӡбахә зҳәаз ашықәсқәа ирыҵанақәа Аԥсны аҭоурых иахьагьы уаҵәгьы аҵак ду шамоу иаанхоит. Религиозно-мифологические тексты в изучении здесь все-таки делается уклон на сравнительно-сопоставительное изучение. Вы знаете, что невозможно изучить, исследовать культуры народов мира без сравнительно-сопоставительного анализа, не имея, значит, промежуточных данных, промежуточных источников, или, как их называют
значит, пространственный материал, без изучения, без анализа, без апелляции пространственного материала невозможно, значит, расследовать, невозможно изучить, раскрыть ту или иную тему. Вы знаете, очень часто в последнее время мы слышим от некоторых товарищей, что вот религиозно-мифологические тексты не представляют какую-либо значимость, они не являются историческим источником. Такое тоже, кстати, периодически озвучивается, но это далеко не так, потому что религиозно-мифологические тексты как раз-таки являются, скажем так, ядерными текстами. Я, наверное, чуть позже вам приведу небольшое определение, что такое религиозно-мифологический текст, что он из себя вообще представляет. Это ядерный текст в изучении, значит, мировой, традиционной, национальной культуры. Вот. И не считать, конечно же, его, значит, историческим источником мы не можем. Что вообще из себя представляет мифолого-религиозный текст? Вот небольшое определение, с вашего позволения. Мифолого-религиозный текст относится к ядерному типу сильных текстов, что обусловлено его, значит, временной аксиологической ценностью, как для мировой, так и национальной культуры. Мифолого-религиозный текст обладает как когнитивной, так и лингвокультурной значимостью, выступая в качестве источника, значит, в художественном тексте на основе механизма интертекстуальности посредством, значит, аллюзии, мифорелигиозный текст, значит, активируется в сознании читателя, структуру знаний религиозного характера. Результаты исследования показали, что мифолого-религиозный текст обладает всеми характеристиками прецедентного текста. Первое – общественностью, хрестоматийностью. Б – частностью, воспроизведением. В – значит, аксиологическим значением и символичностью и образностью. Национальная, значит, значимость, как я уже выше отметил, это национально-культурная специфика текста и когнитивность. Вы знаете, в текстах, как выше уже отмечено было, тексты есть разных разрядов. Есть так называемые сильные и слабые тексты. Как мы знаем, к сильным текстам относятся, я уже отметил, ядерные тексты. Вот, например, религиозные тексты. Тексты религиозного содержания, молитвенные тексты. Вот. Что касается более слабые тексты, как говорил, значит, в своих исследованиях видный специалист русской, значит, индоевропейской культуры Топоров, слабые тексты или слабоуровневые тексты, потому что он выделяет две группы, две категории текстов. Это первое. Как я уже отметил, сильно сложноуровневый и слабоуровневый текст. Слабоуровневый текст – это рассказы, значит, сказки, вот, это небелицы, ну и так далее. Нас все-таки, меня в данном случае интересуют более сложные тексты, вот религиозного характера, религиозного содержания. Чем, вопрос, эти тексты могут быть полезны, какую пользу они несут для, значит, традиционной национальной культуры? Вообще, есть такие тексты, которые, значит, содержат ряд, так скажем, религиозных, мифологических элементов. Или в этнографии есть понятие, как, значит, композиты. Вот конкретные действия, например, верх, низ, правая композиция, левая композиция или средняя композиция, которые проявляются на примере, допустим, возьмем конкретного обряда жертвоприношения. Вот, допустим, абхазский ритуал Ацунэгара, где мы фиксируем, например, при обрядодействии конкретно с жертвенным животным определенные действия. Возникает вопрос, значит, хронология этих действий, значимость этих действий, что они вообще из себя представляют. Ведь они несут определенную информацию. Соответственно, здесь без промежуточного материала, без сопредельного материала невозможно исследовать и понять вообще сущность данного ритуала. В данном случае мы, значит, обращаемся к смежным, родственным, скажем так, текстам. Я бы хотел выделить здесь, значит, представители нартоведы серьезные, я думаю, они не дадут мне соврать, что наиболее, скажем так, схожие по своей структуре, да, по своему строению тексты, вот это вот рождение нартского героя Сосрула, который схожий с хетским текстом об Уликуме, рождение героя из камня, очень схожи.
Здесь, например, мы находим очень близкие тексты, очень близкие действия. Например, это отдельные лексические, базисные термины, которые относятся как к действиям, так и к явлениям конкретно. Вот, например, термин для обозначения дерева, термин для обозначения земля, камень и так далее. Их функциональный, так сказать, функциональное поле, функциональная роль. Ко вторым, например, мы можем отнести тот же текст рождения умирающие, воскрешающие боги. Вы знаете, что достаточно известный миф «Умирающие, воскрешающие боги», как в абхазо-адыгской культуре, ну, в абхазской не столько, все-таки в адыгской культуре здесь сомнений нет, что конкретный образ, да, воскрешающий, умирающий образ, значит, присутствует вот в системе религиозных верований. Он схож, значит, с известным хетским мифом об умирающем, воскрешающем боге Телепина. Там тоже очень интересные тексты, вот, и очень схожие. Все-таки я хотел бы здесь обратить ваше внимание на то, что, значит, в исследовании, в сравнительном анализе вот древних культур, потому что задача здесь стоит сравнительный анализ и религиозно-мифологические тексты. Нужно, я думаю, что со мной согласятся, создать вот буквально 2 года тому назад в Армении вышел пятитомник. Они собрали религиозные тексты, религиозно-мифологические тексты, создали пятитомник. Там, значит, тексты проклятия, тексты моления и многие-многие другие тексты. Значит, мы тоже чрезвычайно богаты, вы знаете, у нас очень много древних ритуалов. Например, создать группу текстов, такие как тексты молитвенные, тексты, которые относятся, например, Дуахаш, Ацу Нехера, Аюн Нехера, Адгил Нехера, то есть систематизировать. Систематизировать в дальнейшем это позволит изучать и сравнивать с другими культурами, потому что новые тексты, которые сегодня обнаруживаются, допустим, в древневосточных культурах, я это знаю на примере отдела истории культуры Древнего Востока, что там в дополнение работы Владислава Ардзенба новые тексты Нунтаряс Хантахшума. Вот новый блок текстов, по-моему, 38 новых табличек, которые дешифрованы. И сейчас вышла очень интересная работа, вот буквально несколько месяцев тому назад я даже выписал, Эдвард Граф, он, значит, пишет очень интересную вещь о верховных богах Востока и, значит, абхазский бог Анча в сравнении. Вот, она написана на английском языке, и там он сам является как раз-таки текстологом, вот, работает за рубежом, занимается вопросом религиозных текстов, и там очень интересные сравнения. Это все в целом, суммируя, позволяет определить хронологию, позволяет определить, значит, насколько данный текст, с которым мы работаем, в данном случае, допустим, возьмем тексты Адгил Негера. Я сам лично фиксировал эти, значит, обряды и молитвенный текст, насколько они древние, насколько они схожи с древневосточными текстами, с теми же, с родственными нам народами. Вот. Это все важно в целом в изучении, вот, в освещении этнокультурных параллелей и в определении, как я уже сказал, архаики тех или иных источников. В данной статье поднимается вопрос о ценности предметов быта как исторического источника в определении форм военной организации древних абхазов. Исторические источники, используемые при воссоздании материальной культуры прошлого, можно разделить на несколько типов, но, пожалуй, наиболее ценными являются материальные источники. И таковыми являются предметы и памятники археологии, то есть подлинные предметы старины, обнаруженные в ходе археологических раскопок и дошедшие до нас в различных коллекциях или же собраниях музеев. Так как тема моя в основном связана с вооружением, собственно, и речь пойдет о нем. Оружие само по себе – это богатый, информативный, выразительный исторический источник для изучения уровня развития военного дела в древних и средневековых обществах. При этом конструкция, материал, обработка, внешняя форма, клейма на оружие, украшения с необычайной наглядностью отражают не только технологическое мастерство, но и являются одним из основных показателей культурного уровня наших далеких предков. А потому предметы быта воина представляют собой интерес и являются ценным историческим источником, ведь по богатству, полноте и качеству оружия определялся не только боеспособность того или иного народа, но и социальный статус человека, положение, которое он занимал в обществе.
По мере накопления подобного рода материала исследователям легче выявлять причинно-следственные связи, сформулировать основополагающие закономерности и принципы военного дела, а новые материалы, в свою очередь, часто открывают картину изменений материально-технических, социально-экономических и политических условий общества. Хочу отдельно отметить, что оружие носило также и сакральное значение. Тесная взаимосвязь воина прослеживалась на протяжении всей истории, ведь мы даже сегодня не можем представить себя воина без оружия. Это его главный атрибут, как при жизни, так и после смерти. И вследствие этого я бы хотел остановиться на нескольких фактологических примерах и привести два примера из погребений. Значит, на поселении Ахулаба, расположенном в черте Сухума, на древнем торговом пути из Дискуряды в Цибелинскую долину, который был заселен в 8-7 веке до нашей эры, местные жители занимались в основном выпариванием соли, морской соли. Это была достаточно распространенная практика у жителей побережья. А позднее, в ходе археологических раскопок, уже ближе к IV веку до нашей эры, можно заметить, что местное общество очень сильно милитаризируется. И мы можем обнаружить на этом поселении несколько десятков воинских захоронений с богатым материалом. Это золотая шейная гривна, серебряные и медные посуда серебряная и медная, отические бронзовые шлемы, поножи, щиты и другие предметы вооружения. Почти при каждой могиле можно обнаружить конское захоронение. Эти люди были фактически вооружены по лучшему европейскому образцу, но, например, греческих фаланг. При этом их культура довольно сильно подверглась влиянию извне. И это привело к сворачиванию собственного ремесла в сторону военной и сельскохозяйственной специализации. И потому здесь речь в основном идет о зарождающейся аристократии. Но эта зарождающаяся аристократия всегда малый процент от общего населения. А что касается всего остального населения, то есть рядовых воинов, то для начала в основе это была регулярная пехота, и это можно сделать, на чем можно сделать этот вывод? На основе археологических материалов, которые можно получить в массе погребений, потому что они в основном были вооружены копьями, редко топорами, и крайне редко можно встретить мечи. А также очень важный маркер, мы не находим фактически, там две находки только можно вспомнить на память, мы не находим щитов. А если мы не находим щитов в погребениях, то это говорит о том, что строй войны был организован очень специфическим образом. Если нет защитного снаряжения, пускай доспехов или щитов, значит люди не могут сражаться в плотных построениях, потому что в таком случае они просто станут легкой добычей для метательного оружия и дистанционного оружия. А это значит, что они действуют в основном в рассыпном строю, ведя преимущественно дистанционный бой и сражаясь в основном на пересеченной местности. Вот. Только по одному этому маркеру можно составить эту общую картину. Если же мы взглянем на более поздний период, а именно на апсилийские могильники, там они достаточно хорошо исследованы. Вот взять хотя бы, значит, могильники 5-7 веков, на территории Апсилии было обнаружено около 100 воинских захоронений, в которых присутствовало более 500 единиц вооружения. Это достаточно высокая цифра, то есть это говорило об определенном имущественном цензе, потому что оружие само по себе было очень дорогостоящим. Значит, около десятка подобных комплексов также было обнаружено в Абазге и Саниде исторически. Основа апсилийского войска, исходя из найденных предметов вооружения, составляла пехота. Из 119 воинских комплексов лишь в 4 погребениях мы обнаруживаем детали уздечных наборов. То есть конница фактически не присутствовала. Здесь особо стоит отметить, что в древности, а именно в этот период, это раннее Средневековье, конница в данном регионе, да и в широком смысле, в Европе, например, среди германцев, выступала не как боевая основа, а скорее как средство передвижения. То есть воин, который мог себе позволить лошадь, потому что это очень дорого,
просто переезжал на ней на поле боя, спешивался и вступал в боевую фалангу копейщиков, либо в боевую дружину таких же знатных воинов, как и он. Значит, вооружение псилов также характеризуется такими предметами вооружения, как луки с костяными накладками. Присутствуют разного рода наконечники стрел, дротиков, известные топоры цибельдинского типа, а также, вот здесь очень важно, щиты с металлическими умбонами. Наличие умбонов, опять-таки, как я уже выше говорил, это важный маркер. Но в данном случае это важный маркер наличия тяжелой пехоты, которая действовала наподобие как раз-таки фаланг, в которые люди объединялись по принципу родства или соседства, и которые как раз и были вооружены большими щитами и длинными копьями. Судя по данным археологии, основной, значит, щит был с кулачным хватом. Если щит защищал человека, то он мог выступать в очень тяжелом, сложном, пехотном, близком бою. То есть это важный элемент, который нам говорит достаточно многое. Мы также можем сказать, что подобного рода умбоны встречаются на территории почти всей Европы. Это от Керчи и до территории Германии. Возможно, кстати, это связь, результат взаимодействия с Византией и Римской империей гораздо более раньше, в ранний период. При этом практически в каждом погребении мы можем обнаружить наличие копья. Причем наличие копья можно по диаметру втулки понять, что это была толстая древка. То есть это копье предназначено исключительно для рукопашного боя, для ударов в тесном строю, потому что достаточно толстая древка крайне тяжело перерубить и мечом, и топором. Собственно, для реконструкции подобной материальной части эпохи или конкретного исторического периода используются не только, хочу отметить, изобразительные, письменные, то есть нарративные источники, но также и археологические. Чем это важно? Это важно тем, что благодаря этому мы можем воссоздать совокупность материальной и духовной культуры прошлого. А для чего это нужно, здесь возникает вопрос. А нужно это для сохранения исторической памяти. И поэтому мы должны исключительно комплексно подходить к данному вопросу, а именно к вопросу сохранения и популяризации нашего культурного наследия. Я расскажу вам об источниках XIX века, в основном на которые опираются наши историки, которые изучают XIX век. Вы знаете, что XIX век в истории Абхазии, да и в истории всего Кавказа был очень насыщен на события. Ну, конечно же, когда мы говорим об источниках XIX века, мы должны сказать об актах Кавказской археографической комиссии. Акты Кавказской археографической комиссии были созданы по инициативе начальника главного управления кавказского наместника барона Николаи. И комиссия была учреждена 11 марта 1864 года кавказским наместником Михаилом Николаевичем. Редактором этой комиссии выступил Адольф Берже. Главная цель этой комиссии состояла в том, чтобы систематизировать материалы, архивные материалы, записи, переписки между чиновниками, о том, чтобы осветить все события, связанные с деятельностью российской власти на Кавказе. Поэтому акты Кавказской археографической комиссии являются для нас очень важным и ценным источником. Ну, конечно же, когда наши историки работают с актами, они, конечно же, должны учитывать и определенную тенденциозность данного материала. Почему? Потому что те чиновники, которые описывали события на Кавказе, порой чувствуется, что они описывали это немного предвзято, например, стараясь принизить, например, многие народы Кавказа, называя их не дикими, не цивилизованными и так далее. Вот это все моменты, которые нужно учитывать, что некая самодержавность, тенденциозность, она в этих источниках присутствует. И поэтому наши историки должны обязательно это
понимать, когда, значит, работают с актами Кавказской хореографической комиссии, но при этом акты являются таким фундаментальным трудом, фундаментальным источником, на который опираются наши историки. Также, конечно же, ценным источником в изучении истории Абхазии XIX века является Российский государственный военно-исторический архив, где тоже очень много интересной информации, связанной с войнами на Кавказе, с Кавказской войной, в частности, с русско-турецкими войнами и так далее. Также газета «Кавказ», тоже, которая, значит, освещала события, связанные с событиями на Кавказе. На эту газету тоже часто ссылаются наши историки. И, конечно же, нужно отметить и записки путешественников, которые, значит, бывали в то время на Кавказе. Тут, конечно же, нужно вспомнить и английского разведчика, и этнографа Джеймса Белла, его дневник пребывания в Черкесии. Также известного ученого Эдмунда Спенсера, который тоже побывал в XIX веке на Кавказе, его путешествие в Черкесию. Также работа Фредерика де Буа де Мемпере «Путешествие вокруг Кавказа». И работа уже российского разведчика барона Федора Тарнау «Воспоминания кавказского офицера». Тут нужно, конечно же, упомянуть и работы лиц, которые принимали участие непосредственно в освободительной борьбе народов Кавказа за свою свободу. В частности, это работа известного польского, значит, полковника Теофила Лапинского. Его работа «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских». Чем вообще интересна эта работа, где Лапинский описывает события непосредственно изнутри, как участник той борьбы, которую вели горцы за свободу, за освобождение своей родины от самодержавия. Ну, конечно же, мы должны вспомнить и работы российских историков XIX века того времени. Это работы, значит, Дьячкова-Тарасова Александра Николаевича, это работы Ростислава Фадеева, значит, посвященные Кавказской войне, в частности, 60 лет Кавказской войны. Это работы, значит, Семена Спиридоновича Эсадзе «Покорение Кавказа», «Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны». И, значит, это, значит, работы Кудрявцева, тоже о Кавказской войне и о покорении Кавказа. То есть вот такой приблизительно материал, который вот у нас есть, и на основе которого мы проводим исследования событий касаемого XIX века. Ну, как говорится, работы продолжаются. Я думаю, что нас еще впереди ждут много работ, посвященных событиям XIX века. Почему? Потому что тема очень, скажем, такая животрепещущая, до сих пор не утихают споры относительно Кавказской войны, о том, как она проходила и какие причины ее. Так что вот так вот работы ученых продолжаются. Тема называется «Этнохореографические источники. Мосты между прошлым и будущим». Этнохореография как научная дисциплина изучает традиционные танцы и их место в культуре народов мира и играет ключевую роль в понимании связи между прошлым и будущим. Этнохореографические источники, будучи материальными и нематериальными свидетельствами танцевальных традиций, служат своеобразными мостами, соединяющими нас с историческим опытом и открывающими пути на развитие современного танцевального искусства. Исследование этнохореографических источников имеет междисциплинарный характер, находясь на стыке истории, культурологии, этнографии, искусствоведения. Такой подход позволяет реконструировать хореографическую культуру прошлого, сохранить культурное разнообразие, обогащать современную хореографию. В контексте научного дискурса этнохореографические источники можно классифицировать следующим образом. Это на первичные источники и вторичные. К первичным относятся полевые исследования и археологические артефакты, ко вторичным – научные труды, художественные произведения. При этом хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на данном этапе развития танцевального искусства в Абхазии необходимо пользоваться исключительно первичными источниками.
Для анализа и интерпретации хореографических источников используют различные научные методы. Это сравнительно-исторический метод, структурно-семиотический метод и социально-культурный метод. Опять же, хочу обратить ваше внимание на то, что нужно акцентировать в первую очередь на структурно-семиотический метод, который фокусируется на анализе структуры танца, его элементов и их символического значения в контексте культуры народа. Значение этнохореографии в современности, сохранение культурного наследия и развитие современного танца и формирование толерантности. На сегодняшний день мы сталкиваемся с вызовами, которые в первую очередь связаны с проблемами аутентичности в танцевальном искусстве. Важнейшей задачей является сохранение аутентичности танцевальных танцев в условиях их сценической интерпретации, адаптации для современного зрителя. Необходимо найти баланс между сохранением традиций и их развитием. Также одной из проблем является недостаточная доступность этнохореографических источников, необходимость их систематизации и создания единых баз. Это связано в первую очередь с тем, что танцевальное искусство на территории Абхазии, но в Абхазии, да и вообще во всем мире, оно стало развиваться, можно сказать, вчера. И доступ к источникам, которые были в Абхазии относительно полевого материала, были проведены исследования, был собран полевой материал, но есть источники, которые находятся в архивах других стран, в первую очередь в Грузии, но доступа у нас к них в этот архив нету. По имеющейся у меня информации, там большой архив именно старых записей госансамбля, фольклорных выступлений, и интервью самих исполнителей было взято. Вот все хранится там. В заключение хочу сказать, что хореографические источники – это ценнейший ресурс для изучения истории и культуры, развития современного искусства и формирования национальной идентичности. Необходима комплексная работа по их изучению и актуализации с привлечением специалистов разных областей. Только междисциплинарный подход позволит нам сохранить это богатое культурное наследие для будущих поколений. Я думаю, Михаил Вахтангович тут просто сделал обзор, но, может быть, легче было бы тебе именно рассказать конкретно об одном источнике, вот как Гена сделал, да, у него потому что рассказать в 5 минутах об источниках по Абхазии, да, действительно нереальная задача, и спасибо, что он хоть общий поверхностный такой обзор сделал. Что касается Гены, он действительно молодец, там в чем проблема? Огромное количество материалов по Абхазии, но большая часть из них, буквально несколько строк, события, произошедшие в Абхазии. Там, если хорошо, если какое-то нападение или какое-то, это просто состоялось такое-то мероприятие, и все. Да? А вот, но с другой стороны, есть, скажем, статьи того же Соломона Званба или, скажем, статьи того же Якуба Гагебашвили, кем заселить Абхазию, да, то есть на самом деле это первоклассный источник, над которым надо работать, и действительно, наверное, одному человеку с этим сложно, вот ему бы группу маленькую, он бы, наверное, смог сделать очень хорошее это. Даур, потом, что касается, извини, Компартии Абхазии, это вопрос давно решенный. Да, он есть во многих этих, что Кавбюро признало нецелесообразным создание Компартии Абхазии, и в начале 1922 года было решено упразднить Оргбюро, которое должно было создать Компартию, и вместо него создать Абхазский обком Компартии Грузии. То есть фактически вот это решение реально поставило Абхазию чуть-чуть под власть Грузии, потому что руководители были коммунисты, и местные коммунисты оказались вынуждены подчиниться, сами понимаете, а какое решение принимали в Тбилиси, было понятно. Как бы Нестор Лакоба не отбрыкивался, вы помните, что в конце концов дело довели до того, что в 1929 году Нестора Лакоба сняли с работы официально. Просто Сталин заступился и сказал, что он еще в состоянии, да, и тут же решение оправдало. Да, Абхазский обком его снял. А потом он же вернул его на работу. Да, он же вернул его на работу и так далее. То есть, а кто тогда вообще национальный состав?
национальный состав, конечно, был очень интересный. В это время руководителями обкома, да, абхазцев было практически не было. Потому что там были Грузии, первые были руководители Агниашвили, потом был Сванидзе, потом были армяне, Амазель там, и так далее. Много разных. Абхазцев всего 2-3 человека было. Вот Ладарья, этот и так далее. Да. Агрба после этого. И так далее. И вот его отстранили, а потом как бы вернули. Вот назначили в моменте Алания, да, а потом его убрали в Тбилиси вообще, да, и так далее. И того же Агрба, с Алексеем Агрба он не сработал, с Одессы Тарлакоба, его отсюда убрали и так далее. Тут было интересно, конечно. Но, конечно, в одно был прав, работать и работать. Тем не менее, я спасибо и только одно прошу. Вот несколько раз мелькнуло такое выражение переписывания истории. Самый большой грех, который может сделать историк, это взяться за переписывание истории. Потому что если мы один раз начнем переписывать, то потом это будет делаться всегда. Потому лучше мы будем действительно пытаться ее объективно отображать. И дай Бог, но все же при этом есть один этот, я вот не знаю, почему вы назвали комитетами, да, вот, по-моему, секции или там этими отделениями было бы гораздо проще, чем комитеты там по историческим, по каким-то прочим наукам, да, и так далее. Но надеюсь, все же, если естественные науки, особенно математика, физика и так далее, там это в основном удел молодых, да, то гуманитаристика, к большому сожалению, да, требует еще и опыта. Я в 30 лет тоже думал, что я знаю лучше всех всю историю Абхазии, да. В 60 я понял, что проблемы есть, да. Так что иногда призываю, спрашивайте у нас, чем можем, поможем. И дай Бог, чтобы все у вас было. Зачем мы все это учим, чтобы они лучше нас были? Если уж касаться, собственно, твоего доклада, Даур, ты здесь упоминаешь известный труд «Воспоминания Зураба Валишвили», а также документ, который уже Сослан Шатаевич прокомментировал. Если говорить о них как источниках, если это уже опубликовано, то есть это введено в научный оборот. Ты говоришь, не введено в научный оборот, это уже введено в научный оборот. Ввести в научный оборот можно только фактом публикации и комментария. Ну, это вот первое небольшое замечание. По поводу того приведенного факта из Зураба Валишвили, я не буду говорить о своей работе, она действительно не опубликована. У меня есть опубликованные статьи, но пока готовится монография. В статьях об этом есть упоминание, но еще задолго до меня именно об этом факте, именно на основании этого отрывка сделаны работы Станислава Засимовича Лакоба. Более того, он тот же отрывок прям цитирует и приводит его в известных своих трудах, в тех же самых очерках, и он данный в учебнике по истории Абхазии, поэтому говорить о том, что об этом нет упоминания, мы, конечно же, не можем. Но я абсолютно с тобой согласна, что период крайне запутанный, конечно же, очень сложный, и никто не говорит о том, что вот Станислав Засимович занимался, до этого Дзадзария занимался, я тоже что-то написала, и что на этом все заканчивается. Конечно же, там предстоит большая работа, и я тебе желаю удачи в этом направлении. Надо писать, и, возможно, ты найдешь еще что-то новое, там массу чего можно найти. Каждый раз я перечитываю работу, нахожу ее. Что касается источниковой базы, то она действительно очень обширна, и есть источники, которые нам пока недоступны, а некоторых из них мы просто подозреваем, но не имеем. Например, тот самый как раз-таки документ о разделе сфер влияния, о котором только что сказал Сослан Шатаевич, несмотря на то, что в советское время он, видно, был доступен, и есть упоминания о нем и у Станислава Засимовича Лакоба, и многочисленных историков советского периода, в том числе грузинских, полного текста этого документа я, например, так и не смогла получить.
хотя он явно хранится в архивах, нам просто нужно усердно его поискать, то есть упоминание об этом есть. И что касается иностранных источников, да, в этом направлении ведется работа, в том числе Станислав Засимович Лакоба не забросил эту работу, он продолжает работать, и у нас есть сведения о том, где находятся эти архивы. Более того, в институте есть опись архивных материалов Станиславского университета, которые хранятся в Тбилиси, нам его не передали. И мы очень надеемся, что он нам будет когда-нибудь доступен, если не оттуда, то даст Бог будет мир из Америки. Правда, в последнее время возникли сложности. Сложности, закрытые архивы. С архивом, потому что в связи вот с законом об иноагентах, не только у нас, но и в Грузии, очень через сито пропускают все, что это. Но будем надеяться не сегодня, а завтра что-нибудь. Мы можем пойти более легким путем тоже. Я бы не сказала, что он очень легкий, но многие архивы, которые хранятся в Грузии, это мы свой архив значительно потеряли, к сожалению, во время войны, он был уничтожен, да. Но есть часть, которые они не могут храниться только в Грузии, они есть в России. Просто нам необходимо работать совместно, нам необходимы специалисты и там, и здесь, и люди, которые могли бы дать нам такую возможность общаться с этими архивами. Когда тебе точно известно, что тебе нужно, работать в этом направлении легче. Поэтому, когда создана организация по типу этого, у нас работают целые институты над этим. Да? То есть, если каждый будет курировать свою часть, свой период времени, работать над темой, можно сделать каталог необходимых документов, о которых есть упоминания, но мы их не видели, и делать запрос уже и в российские архивы в том числе. Почему нет? Не только в грузинские, можно пытаться и там. А потом уже, естественно, мы знаем, что есть в Америке. Зачем рваться в Америку, которая нам пока недоступна, пока мы не проработали то, что... Хочу сказать, что на самом деле огромный пласт источников. Я вот слушая всех докладчиков, пришла к такому очень интересному выводу. Мне кажется, что, может быть, нам очень не хватает сборников, источников по отдельным периодам или по отдельной проблематике. Потому что я вот слышу, что мы там нашли, здесь не нашли. Если бы больше выпускалось работ, где было бы собраны по тематической составляющей источники, пусть они будут из разных источников, это могут быть источники разных государств, которые в этот период времени взаимодействуют с Абхазией. И это было бы очень хорошим подспорьем для студентов тоже, не только для молодых ученых, потому что мы, работая со студентами, часто сталкиваемся с тем, что они говорят мы искали, не нашли, что-то увидели, что-то не увидели. Я теперь понимаю, что это не только проблема студентов, но и каждого молодого ученого. Он упускает какой-то момент, связанный с наличием такого источника. И что касается перевода, Сослан Шотович очень прав, он говорит о том, что я тоже к своему стыду, что касается более ранних источников, мы занимаемся активно летописными сводами, и я понимаю, что я могу читать их только в интерпретации, Шахматова и остальных ученых, а в первоисточнике мне это тоже очень сложно. Нет, я понимаю, но не все, к сожалению, признаю свою эту слабость в этом плане, и в этой связи мне показалось, почему мы ищем переводчиков, нельзя воспитывать специалистов на своей базе и потом их активно привлекать в различных работах разных совершенно тематик и использовать их труд на своей... Это должен быть все равно историк, это должен быть человек, который нам всегда, шаговой доступности. И это было бы очень интересно. Если будет возможность, тем более у вас потрясающие перспективы, такая поддержка, на самом деле, она очень важна. Потому что, когда тебя поддерживают на таком уровне, легче решить те вопросы, которым сложно решать госучреждениям, которые ограничены в каких-то определенных вещах. И это, мне кажется, было бы очень хорошим подспорьем для всего научного сообщества Абхазии, в том числе и студенчества, которое мы воспитываем и ждем от них на самом деле очень глубоких знаний относительно того, чем они занимаются и чем будут заниматься в будущем. В таком контексте хочу сказать, что спасибо вам огромное. Я давно ищу новые, я занимаюсь проблемами историографии тоже, поэтому мне очень всегда не хватает
новых взглядов, новых поисков. Мне интересно, чем занимается современная историография. Поэтому хочу вас поблагодарить. Вы мне дали почву. Что еще посмотреть, и какие проблемы озвучить в лекционном курсе. Потому что преподаватель – это такой человек, который, если он не живет современностью, если он не ищет современные подходы, проблемы, он начинает потихоньку погрязать в таком болоте, в котором быть не хотелось бы. Поэтому вас благодарю. Большое вам спасибо. И я увидел очень много вообще интересных ребят, интересных идей. Вообще, честно говоря, я был восхищен, что у нас есть такой потенциал, такая прекрасная молодежь. Вот именно, вы знаете, ученый человек – это немножко человек самоотверженный, он альтруист, он ученый вообще, да, наука, она нерентабельная, она всегда как бы требует от себя отдачи большой. Поэтому я считаю, это особые категории людей, это именно так называемый, как вам сказать, человеческий капитал, это национальный капитал, это для меня, я лично был обрадован, что у нас есть такие люди, которые вот любят историю и готовы как бы заниматься. Это первое. Второе, когда мы собрались, все считали, что какая-то дежурная, такая обычное дело для галочки встреча. Но все с таким настроением пришли. Но чтобы вы понимали, оттуда все ушли просто очарованные нашей молодежи. Они были в шоке. Никто не ожидал, что такие вот яркие, прекрасные, подготовленные, знающие люди, вот видно в них, вот в глазах их, да, горит огонь, люди хотят, и не обратить на них внимание, не поддержать их, я думаю, тогда мы о будущем плохо думаем или плохо себе представляем. Вы наше будущее. Изучая нашу историю, вот после махаджирства, после вот этих всех, да, когда мы были обвиненными и так далее, вот появился момент в 18 году, и абхазский, вот эта идея создания государства любой ценой, да, когда нужно было, коммунизм и социализм нам не нужен был, это был инструмент, да, вот откуда такой потенциал, откуда такой дух, вообще это очень интересно, понимаете, вообще 80% населения не было, вот такая маленькая горстка, вот эта идея вот сохранилась, и сегодня тоже то, что мы имеем, я думаю, тогда это заложено было. Поэтому мы должны тоже смотреть вообще, какое веяние, как на нас влияет другая идеология, насколько мы вот этот стержень наш национальный, абхазский, вот пассионарно сохраняемый, или тихо-тихо она размывается. Вот это, я думаю, очень важно. Того сейчас перстахуб зеги, абришахаз згылас шахаз, ачара схрарар тахуб. От себя ничего не говорю. Я говорю ли по поручению президента, да, или от его имени. Поэтому все вот эти проблемы, если вы как-то систематизируете, мы не говорим сейчас обещать, но потихоньку, первое, да, что самое главное, есть желание его решить, и при возможности поэтапно будем решать. Я просто рад, что у нас вот такая прекрасная молодежь, им надо помогать, им надо, скажем, если нужно изучать какой-то язык, тоже надо персональную помощь оказать, командировки надо помогать и так далее. И халшала, я думаю, наше руководство готово поддержать вас. 3 месяца, да, как основан был Совет молодых ученых, была, раз Весомий Алексеевич не отметил, отмечу я уже, поскромничали, отмечу, какая работа ведется в этом направлении. Во-первых, нашим советом, получается, Комитетом юридических наук, они проработали, и рядом представители руководства Совета и Комитета экономических наук, были проработаны проекты соглашений, межправительственных соглашений в области науки. Этот проект соглашений находится в Академии наук и в нашем Абхазском госуниверситете для того, чтобы ведущие организации сделали свои определенные замечания, чтобы они были далее учтены. Это первое. Далее у нас была инициатива на первом заседании, которую мы озвучили президенту, инициатива, просьба, предложение о том, чтобы учредить президентскую стипендию для наших аспирантов, которые обучаются в Абхазии, так и за ее пределы, для граждан Абхазии. Таким образом, в результате предварительных соглашений
переговоров, соглашений, правильно, переговоров утверждено, будут стипендии, ну, как я понимаю, уже с начала нового учебного года. Абиссалом Алексеевич, наверное, больше нас торопит в этом плане. Да, уже проект положения по стипендиям президента, он практически подходит к завершению. Я надеюсь, мы обрадуем наших аспирантов. Ее будут получать все аспиранты, граждане Республики Абхазия, которые обучаются в аспирантуре АГУ и в Академии наук, соответственно. Также 10 квот будут для наших граждан, которые обучаются за рубежом. Далее, также гранты президентские, и тут хотелось бы мне отметить, и тут тоже положительный ответ. Вот у нас были обозначены приоритетные направления, и по этим приоритетным направлениям и в Академии наук, и в Абхазском государственном университете будут прорабатываться грантовые программы. За это тоже большая благодарность, то есть работа ведется, и мы благодарим как представители. Сегодня у нас председатель отсутствует, председательствую я временно, потому большая благодарность руководству. Работа ведется, нас поддерживают, да, нас поддерживают, а далее вот рекомендации, которые были, просто я не буду уже повторяться, но мы будем передавать руководству страны, надеюсь, и в этом тоже нас услышат. Спасибо большое.